Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение тем раздела «Ценности, дружба и любовь». Тема урока «Мы разные, но мы вместе». Запишите под диктовку слова: солнце, тростник, чувство, счастливый, честный, звездный. Обозначьте корень и поставьте ударение. Все ли согласные произносятся отчетливо? Солнце. Окончание слова «е», корень «солнц». «О» – ударный гласный. Тростник. Окончание нулевое. Корень слова «трост». Ник – суффикс. И ударный гласный. Чувство. Окончание слова «о». Корень чувств. У. Ударный гласный звук. Счастливый. Окончание слова «ый». Корень слова «счасть». Лив суффикс. И ударный гласный. Честный. Окончание слова «ый». Корень чест. Н суффикс. Е ударный гласный. Звездный. И окончание. Звезд корень слова. Н суффикс. Ё ударный гласный. Упражнение 236. Найдите пары. Соедините слово с непроизносимым согласным и проверочные слова. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы ясно услышать непроизносимый согласный в корне слова? Сделайте вывод. Сердце, сердечко, гигантский, гигант, поздно, опаздывать, устный, уста, здравствуйте, здоровье. Чтобы ясно услышать непроизносимый согласный в корне слова, нужно подобрать однокоренное слово, чтобы непроизносимый согласный после непроизносимого согласного стоял гласный звук. Непроизносимые согласные в корне слова. Посмотрите в конце учебника справочник «Ваш помощник», страница 147. Чтобы не ошибиться в правописании согласных в корне слова, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное слово, в котором после проверяемого согласного стоит гласный. Дуб – дубы. Если согласные проверить нельзя, они непроверяемые, то нужно обратиться к орфографическому словарю, например, абзац. Упражнение 237. Запишите словосочетания, раскрывая скобки. Укажите слова, в которых непроизносимые согласные являются непроверяемыми. Завистливый человек. Дружба сверстников. Крутая лестница. Доблестный воин. Ненастная погода. Чувствовать приближение грозы. Радостный праздник. Упражнение 238. Спешите слова, подбирая к каждому из них такое однокоренное слово, в
котором за корнем следуют гласные. Составьте с любыми двумя словами распространенные предложения. Вкусный – вкуснота, властный – власть, гигантский – гигант, доблестный – доблестен, интересный – интересен, костный – кости, местный – место, ненавистный – ненавистен, ненастный – ненастье, опасный – опасен, прелестный – прелестен, сверстник. Это слово нельзя проверить, нужно запомнить. Свистнуть – свистеть, сердце – сердечко, словесный – словеса, солнце – солнечный, тростник – тросточка, ужасный – ужасен, участвовать – участие, хрустнуть – хруст, чудесный – чудесен, устный – уста. Предложение. Его рассказ был для нас очень интересен. Наш класс участвует в соревновании по шахматам. Упражнение 239. Послушайте стихотворение Дубенской. Почему оно так называется? Мы разные. Вместе живут на огромной планете разные взрослые, разные дети, внешностью разные и цветом кожи, но, безусловно, мы в чем-то похожи. Всем нам счастливыми хочется быть, новые звезды на небе открыть, крепко дружить, не бояться другого. Друг мой в коляске, а что здесь такого? Едет он с нами на перегонки, вместе рыбачим мы с ним у реки. Нет между нами преград и обид, он самый лучший, наш друг-инвалид. Годы пройдут, и мы станем взрослее, ростом повыше, по жизни мудрее, и поменяется мир весь вокруг, но рядом останется преданный друг. Работа в группах. Вопросы. Первый вопрос. Знаете ли вы таких детей? Как вы к ним относитесь? Правильно ли избегать дружбы с теми, кто в чем-то отличается от нас? Ответ. Неправильно избегать дружбы с теми, кто в чем-то отличается от нас. Второй вопрос. Как вы понимаете выражение «новые звезды на небе открыть»? Новые звезды на небе открыть стремится к новым знаниям. Ростом повыше, по жизни мудрее, станем взрослыми и умными, набираемся опыта по жизни. Третье. Выпишите из текста слова с изученной орфограммой, объясните их написание. Счастливыми, счастье. В корне слова есть непроизносимый согласный. Мы проверяем это согласное, подобрав к нему однокоренное слово. Веселая грамматика. Прочитайте правила о правописании непроизносимых согласных в корне в стихотворной форме. Выучите наизусть. А вот это просто прятки. Звук то есть, то нет. Загадки. Подбирай такое слово, чтобы звук явился снова, никуда не потерялся, а на месте бы остался. Солнце светит, в сердце праздник. Ну и где ты? Звук проказник. Солнце, Л, в сердце, Д, праздник, Д. Праздник, да. В словах вкусный, интересный, чудесный, прекрасный, опасный, непроизносимых согласных